Отчет до главного праздника года начинается. Старт дает заседание Организационного комитета под руководством председателя правительства республики. Сегодня обсуждают мероприятия, которые приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной. Основные празднования планируются в Назране, Магасе, а также в городе воинской славы – Малгобеке. Всем, кто участвует, кто будет, и брендирование, и все логотипы. То есть вот есть сайт, где все размещено. Пожалуйста, берите, обращайтесь, чтобы не было у нас разномастно в одном районе так, в другом так. Все должно быть едино. Значит, Малгобек действительно это центральная будет часть, это основной театр военных действий. По данным Минкульта, в республике в преддверии юбилея проведут десятки памятных мероприятий, которые включают в себя выставки, тематические встречи, образовательные программы в школах и акции. Возможно, мы еще сейчас делали заявки, приглашаем дополнительно коллективы, российские коллективы, для того, чтобы во всех наших административных центрах они провели концерты. По всем 4 музеям региональным они в некоторых уже начаты, выставки работают. На заседании было отмечено, что 80-я годовщина Победы – это не только особая дата в истории страны, важный момент для объединения всех граждан, чтобы чтились подвиги защитников Отечества и передавались эти ценности молодежи. Организация выездила участие общеобразовательных организаций по местам боевой славы в город Брест, город Волгоград, в рамках рабочей встречи с руководителем Государственной архивной службы Ингушетии достигнута договоренность о том, что победители масштабного конкурса для школьников, посвященного 80-летию Победы Великой Отечественной, отправятся в поездку по памятным местам Брестской крепости и Мамаев курган. Для них будут организованы специальные экскурсии, которые могут лучше понять историю и значение Великой Победы. Также было подчеркнуто, что особое внимание будет уделено подготовке к праздничным парадам и культурным мероприятиям, которые отражают дух единства и патриотизма. Важным аспектом станет вовлечение общественности, ветеранов и молодежных организаций в процесс подготовки и проведения юбилея, чтобы каждый мог внести свой вклад в торжество. В завершение заседания Владимир Сластенин призвал всех участников к активной работе, чтобы увековечить память о тех, кто отстоял свободу и независимость нашей страны. Мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям историю, уроки которой бесценны. Хава Гагиева, Билал Ахильгов, Магас, 24.